Более 20 организаций русских общин, проживающих в республике, объединились в Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии. Ежегодно они подводят итоги работы и намечают дальнейшие планы. Открывая встречу, советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов зачитал приветственный адрес ответственного секретаря комиссии по делам соотечественников за рубежом Александра Нуризаде. Ваша встреча проходит в непростых условиях обострения международной напряженности, когда единомышленники в ряде недружественных России стран мира испытывают беспрецедентное давление. Уверен, что российская община Абхазии, Координационный союз организаций русских соотечественников Республики Абхазия, продолжит процесс консолидации и впредь будет служить примером и центром притяжения для всех представителей общины, разделяющих наши общие духовные ценности. Работа общественных организаций ведется непрерывно, причем в своей деятельности они ориентируются не только на русскоязычное население республики, но и на титульную нацию, что в итоге положительно оказывается на русско-абхазских отношениях, отмечалось на конференции. Как вы знаете, страновые конференции у нас присутствуют, вернее, страновые ксорсы у нас присутствуют практически во всех странах мира. Ну и, соответственно, вы являетесь теми коммуникаторами, вы являетесь именно той частью общества в стране пребывания, которая обеспечивает нам взаимодействие, в том числе и с гражданским обществом, и с официальными лицами страны пребывания. От того, как выстраивается ваша работа, не только с соотечественниками, но и со всем гражданским обществом, зависит в том числе и то, как та или иная страна смотрит на Россию. Присутствовавший на конференции секретарь Совета безопасности Сергей Шамба отметил, что начиная с 20-х годов прошлого столетия представители русской интеллигенции и бизнеса внесли значительный вклад в развитие Абхазии. Он также добавил, что общая задача двух дружественных стран – не потерять, а развивать культурное наследие. Трудности, которые мы сегодня переживаем, они касаются всех. Нам нужно сплотить наши усилия для того, чтобы достойно выйти из всей этой ситуации и развивать наши отношения. Ваша задача, как граждан Абхазии, укреплять связи между российским обществом и абхазским обществом, между молодежью наших стран. Председатель Координационного союза организации русских соотечественников Олег Юрченко представил детальный доклад о деятельности КСОРС за прошедший год, а также рассказал о внутренней работе Союза. Привлекательность в КСОРСе должна быть, если мы понимаем, что это основная структура, которая здесь работает с соотечественниками в правильном направлении. И над этой привлекательностью мы с вами, уважаемые гости, уважаемые делегаты, уважаемые участники конференции, должны думать. Наш КСОРС должен быть привлекателен для тех организаций, которые заботятся о положительном имидже России, заботятся о ее культуре, о ее языке. Подвел итоги уходящего года председатель правления молодежной организации русской общины Республики Абхазия Станислав Осыкин. В 2012 году молодежная организация русских соотечественников стала первой в Абхазии. Все это время они активно принимают участие в массовых мероприятиях, турнирах, концертах, национальных русских праздниках. Работа в этом направлении продолжается и сегодня. Из недавних наших мероприятий хочется отметить серию экскурсий для школьников средней школы Республики Абхазия. На своих экскурсиях мы рассказывали школьникам о том, какой вклад русские деятели внесли в Абхазию, в становление республики, в ее культурное развитие, в архитектурное развитие. В работе страновой конференции принял участие заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач. По всему миру больше 50 стран у нас в контакте постоянном и показывает эффективное присутствие Москвы на таком не только постсоветском, но и мировом пространстве. От имени правительства Москвы, от имени нашего департамента, от имени министра правительства Москвы Сергея Евгеньевича Черемина я вас поздравляю с таким сегодня днем страновой конференции. Это очень важное, серьезное мероприятие, которое вы должны подойти со всей ответственностью за
будущий этап вашей работы. О проделанной работе в КСОРС также отчитались руководители пресс-службы, юридического и грантового отделов и отдела награждений и правовой защиты. Была отмечена положительная динамика в деятельности, указаны некоторые сложности в работе и предложены возможные пути решения. После этого состоялись выборы, где председателем КСОРС вновь был избран Олег Юрченко. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.